Добрый день. На сегодняшнее число в Якутске и районах нашей республики обратилось 22 человека, которые прибыли из стран Восточной Азии и проявили признаки остро-респираторных вирусных инфекций. Мы уже отмечали, что ежедневно мы берем у них анализы, они отправляются в город Новосибирск, институт «Вектор» для подтверждения на коронавирус. Сегодня уже 13 анализов пришли с отрицательным результатом, 9 человек ожидают. Анализы поступают и забираются по мере поступления пациентов в наши стационары. В принципе, ситуация у нас спокойная. 11 человек точно так же находятся под медицинским наблюдением. Обсерватор, развернутый с воскресенья, пока не востребован, не задействован. И продолжаем мероприятия по противоэпидемическим мерам. Буквально завтра у нас состоится опять совместное учение уже с привлечением не только медицинских организаций, но это совместно с МЧС, с Роспотребнадзором, с Росздравнадзором. Поэтому прошу заранее журналистов завтра не волноваться. У нас будут опять пробные мероприятия, в том числе по реагированию и совместным действиям уже со сторонними организациями. В прошлой неделе в городе Якутск заболели ОРВИ и гриппом 4600. Из них 82% составляет детское население. Больше болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет и школьного возраста от 7 до 14 лет. Но по сравнению с прошлым годом у нас уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа протекает намного лучше, ниже. Да? Если в данном случае у нас в воздушно-капельном отделении находится 56 детей. По сравнению с прошлым годом, допустим, у нас в это же время в этом отделении находилось больше 100 человек, больше 100 детей. Из них с положительным результатом анализа по гриппу на сегодняшний день с начала эпидсезона 35 детей. По сравнению с прошлым годом, если взять, в прошлом году у нас в это время было больше 100 детей, которые заболели гриппом. Больница в штатном режиме работает. У нас все алгоритмы действия при ОРВИ гриппом разработаны на основании приказов Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения. С начала января у нас прошло 3 детей с признаками респираторного заболевания, которые были в странах Юго-Восточной Азии. Из них 2 детей уже выписались с отрицательным результатом анализа. И 3-й ребенок у нас находится в карантинной зоне, дожидаемся результатов анализа. Надеемся, что все будет. Вопросы, пожалуйста. А что такое эпидпород? Дело в том, что он же у нас разный, как в городе, как и... Что это означает вообще для народа? Для народа на самом деле это наши такие нормативные точки. Роспотребнадзор нам их дает. Высчитываются они обычно раз в неделю, раз в месяц. Они на каждый год даются новые. Это точка отсчета, когда нужно разворачивать те или иные действия. Для населения, в принципе, большого значения эти цифры не имеют. Это наши такие знаковые цифры, по которым мы отрабатываем. То есть, если, допустим, 20% карантин можно не объявлять, если 40%, то уже нужно объявлять карантинные мероприятия. Если там свыше 70%, значит, нужно вводить ограничительные массовые мероприятия. То есть, это определенный рубеж, с которого мы начинаем развертывать ту или иную работу. Но возвращаясь к вакцинации, мы вчера про нее тоже говорили, и, наверное, вот как раз Владимир Владимирович отметил, да, что, говорит, значит, что меньше сегодня заболеваемость, в том числе тяжелыми случаями, да. Очень многие родители имеют такую склонность, зачем же мы будем прививать своих детей, они все равно заболеют. Мы все равно болеем. Надо сказать, что штаммов гриппа и ОРВИ, их очень много различных, и мы как раз прививаем для того, чтобы не было осложнений, чтобы дети тяжело не болели. Вот это, наверное, основная цель. Понятно, что они могут заболеть другими вирусами, допустим, парагриппом, каким-то риновирусом. Но самое тяжелое это течение инфекции, это грипповая. И чтобы у нас не было каких-то осложнений, в том числе дыхательной недостаточности, прививаться надо однозначно. И второй момент, несмотря на то, что сейчас уже практически объявлена пандемия по всему миру в рамках нового коронавируса,
Тем не менее, я знаю многие семьи, в том числе у нас в Якутии, которые продолжают собираться в страны Юго-Восточной Азии, проводить там отпуска либо командировки. Я все-таки настоятельно рекомендовала по мере возможности избегать поездок в эти страны. Когда вакцинация проводилась, и многие родители отказывались делать вакцинацию, доходило до определенных разногласий. Вот в данной ситуации это как-то отслеживается сейчас. Есть такой результат, когда видно, что вот из этих 50% вакцинированные, сколько процентов вакцину получили и не заболели? Есть какая-то статистика? У нас есть статистика, если хотите, мы можем цифры вам приводить, мы как раз этим занимаемся. Это основная задача мониторирования по всем вакцинам, не только в части гриппозных вакцин, да? Поэтому мы всегда видим результат какой есть динамический, как отрабатывают наши медицинские организации, в том числе по привлечению к вакцинации, сколько у нас медотводов, к примеру, истинных, сколько временных, и самое главное, сколько у нас сегодня есть отказов от родителей. Все цифры эти имеют. Вот в разрезе нашей больницы, допустим, если в прошлом году было выявлено за эпидсезон 128 детей, которые с положительным результатом гриппа, из них 80% это дети, которые не вакцинированы. Цифры говорят сами за себя. И хотел бы узнать, дело в том, что я был вот в новом детском саду, который на 203-м открылся, и там обнаружилась проблема федерального закона о том, что медицинский персонал сейчас официально убран с общеобразовательных учреждений, даже дошкольных. Будет ли правительство республики и медицина инициативу предлагать вот у мене, что вернули медиков обратно в штатном режиме? Помните, как раньше? Рыбий жир, аскорбинка, все как полагается. Закон вступил в силу с 2012 года, когда у нас появились четкие полномочия по закону образования, по закону здравоохранения, у каждого свой функцион. В частности, для медицинских организаций системы здравоохранения задача стоит следующая. Это профилактическая медицина в дошкольных и школьных учреждениях. Мы занимаемся сегодня профилактическими осмотрами, диспансеризацией и вакцинацией. Со стороны образования у них своя задача. У них есть сегодня инструктора-гигиенисты, которые определены с функционом, допустим, это педконтроль, да, утренний, пропускной режим, это может быть какие-то диетологические вещи, как снятие проб, это подготовка документов на вакцинацию, взятие разрешения у родителей и, организация работы по общественному здоровью, в том числе привлечению к здоровому образу жизни. Несмотря на то, что сегодня это законом четко прописано и регламентировано, у нас проходят достаточно бурные обсуждения. И до прошлого года у нас шел пилот в нескольких медицинских организациях по территории республики. Каким образом лучше организовать медицинскую помощь в дошкольно-школьных образовательных учреждениях. И буквально на прошлой неделе было выездное совещание, в том числе с Ултумен, в Ламгинский район, где обсуждались также эти вопросы. Карантин в Якутске будет завершен к сроку или... Карантин в Якутске будет зависеть от того, сколько деток у нас заболеет. Мы вчера обсуждали, что на это большое влияние имеет, например, тот же погодный фактор. Вот вчера резко потеплело. Соответственно, мы понимаем, что наши дети все перестали сидеть дома, высыпали как горошек на улицу. Мы вчера их наблюдали. Да? Соответственно, количество контактных лиц будет больше, несмотря на то, что карантин, и дети, по идее, должны сидеть дома. Да? Вот это ответственность родителей. Поэтому будет зависеть от того, как будет быстро наращиваться темп прироста заболеваемости. И от этого будет зависеть, будем продлевать карантин или нет. В пятницу станет известно или? Пока в пятницу, да. Но еще раз акцентирую ваше внимание, карантинные меры накладывает Роспотребнадзор.